дети иностранных граждан должны пойти в школу без экзаменов, без знания русского языка, потому что школа должна учить русскому языку. Мне кажется, это очень правильный подход. Логично. И очень логичный подход. Скорее всего, кыргызы не собираются оставаться здесь, в Российской Федерации. У нас даже ментальность есть, что мы усопшего человека, который усопшего, мы забираем тело на родину. Наша с вами задача не давать поводу, чтобы такие моменты раскачивались, и работать за дружбу. Приветствуем всех зрителей и читателей информационного агентства «Караван-Инфо». Меня зовут Алексей Кузьмин, и сегодня мы будем общаться с представителем межрегиональной общественной организации «Совет киргизской диаспоры». Здравствуйте, наш дорогой гость. Очень рад вас видеть. Не могли бы вы рассказать немного про себя и про организацию, в которой вы состоите, чтобы наши зрители лучше понимали, какой формат у сегодняшнего нашего подкаста? Потому что будем говорить мы сегодня много о взаимоотношениях между кыргызами и между русскими, будем разговаривать о культуре, и, соответственно, хочется понимать, как именно наш диалог будет строиться. Ну, Алексей, спасибо, во-первых, за приглашение. Агентство «Караван-Инфо». Представляю две организации. Это Совет кыргызской диаспоры, я глава диаспоры кыргызской, и Торгово-промышленную палату Кыргызской Республики в Российской Федерации. В прошлом году назначился представителем официальным. Ну, мы с вами сегодня, наверное, больше будем общаться по диаспоре, о нашей сообществе, о наших людях, соотечественников, о дружбе. Ну, давайте тогда сразу начнем с такого общего вопроса, да, как по-вашему, ну и по статистике, естественно, научной, какова вообще численность вот этой вот общины, которая сейчас у нас, и кто ее составляет? Это в основном молодежь, это люди среднего возраста, старики? Ну, на территории Российской Федерации по сегодняшний день более 600 тысяч наших граждан, соотечественников, я так, наверное, подчеркнул, потому что именно трудящихся по статистике МВД 2025 года, вот как раз первый квартал, составляет 362 тысячи наших соотечественников. 220 тысяч те люди, которые получили гражданство Российской Федерации, которые имеют два гражданства. То есть двойное гражданство мы не называем, мы говорим его иное гражданство. Вот. В лучшие годы, когда пик миграции в Российской Федерации была, мы насчитывались до 1 миллиона, но сегодня вот как раз таки статистика общей сложности примерно 600 тысяч. Вот. Составляет в большей степени, это, наверное, трудоспособная активная молодежь в возрасте от 25 до 40 лет. Вот. И больше старших, наверное, их меньше, все-таки они остаются на родине, в Кыргызстане. Вот. Вы говорите, что в основном работающая молодежь. А в каких сферах, по большей части, эта работа происходит? Ну, трудовая миграция в Российской Федерации, она немножко менялась. Самая массивная трудовая миграция, это пик, мне кажется, был 2010 год. Вот спустя 15 лет она как эволюционирует. А тогда мы были еще не в рамках таможенного союза тогдашнего. Сейчас вот это Евразийский экономический союз. Тогда у нас был статус трудовых мигрантов у наших у граждан Кыргызстана. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза мы считаемся трудящимися. Если начальная миграция, начальные наши соотечественники трудились во дворах, дворниками, в строительном секторе, сейчас в этой сфере практически она свелась к минимуму, практически к нулю. Многие работают в сфере услуг, то есть кафе, рестораны, магазины, доставка, таксопарк и так далее. Кстати, был интересный такой момент, что ровно 3-4 года назад наше сообщество организовало в Подмосковье большую игру «Кукбюрю».
Это вот национальная игра, это то же самое футбол, только на верхах и с огромной тушей барашка либо козла. Он друга кидается, его урну закидывает. На верхах это На коне, коне. да. Ага. Объясняйте. Я не понимаю. Вам нужно в интернете лучше посмотреть. И вот одномоментно, когда вот день X назначено это мероприятие, одномоментно все таксисты взяли и выехали за город. В этот день трафик Яндекс.Такси, Яндекс.Го и тогда еще Uber был, да, она взлетела практически до максимума. И тогда мы поняли, насколько вот кыргызская община, сообщество может как раз таки влиять на некоторые вот такие большие события. И тогда мы поняли, наверное, первый раз вот такую нашу относительно небольшую, но большую мощь. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу. Хорошо. А вот такси, вот все вот это все очень важно на самом деле. Мы ни в коем случае никак это не принижаем. Все профессии абсолютно важны. Но что касается высококвалифицированных областей, бизнеса, например, вот такие вот вещи, есть ли какие-то примеры интересные на слуху вот успешных человек, который мигрировал и, соответственно, здесь, например, начал бизнес и добился в этом успеха? Ну, много примеров, на самом деле. Есть и малый бизнес, средний бизнес, большой бизнес. Я как представитель Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в Российской Федерации, у нас есть свой реестр предпринимателей, кто занимается как раз таки предпринимательством. Вот я так хотел бы сказать, что ребята, кто занимается бизнесом, большие молодцы. Их на самом деле сотни, возможно, тысячи тысяч, если только не десятки тысяч по всей России. Создают бизнес, индивидуальное предпринимательство, ОСО в разных сферах, салоны красоты, общепиты, таксопарки, те же в строительной сфере. Ребята участвуют в тендерах российских, выигрывают большие тендеры. То есть тем самым приносят пользу и для себя. В виде налогов для Российской Федерации создают рабочие места, рабочий импульс. И как раз таки недавно был на Искуле Кыргызско-Российский экономический форум в августе месяце. Как раз таки тогда я как модератор одной из сессий поднимал вопрос, чтобы в России было создано отдельное, допустим, условие для предпринимателей, выходцев из Евразийского экономического союза. Потому что текущее законодательство в миграционной сфере, она подразумевает немножко всего лишь несколько видов въезда в Российской Федерации и так далее. То есть любой предприниматель, который занимается здесь в Российской Федерации, хочет заняться, либо занимается предпринимательской деятельностью, он в любом случае становится по закону Российской Федерации только трудящимися. То есть не как предприниматель, не как бизнесмен, не как инвестор, да, и так далее. Хотя у него статус совсем другой должно быть. Если как раз таки комиссия, Евразийская экономическая комиссия, совет вот наше предложение услышит, то в будущем, недалеком будущем мы увидим, что для предпринимателей создан отдельный кластер, отдельные условия для ведения бизнеса в странах Евразийского экономического союза. Как раз да, это интересно, потому что вот на личном примере расскажу. У меня был момент в жизни, когда мне пришлось уехать в Турцию. И это было спонтанно, и я понял, что мне надо там искать работу, и я столкнулся с тем, что это не работает так, что ты просто приехал и пошел на работу. Оказывается, нужны какие-то
бумажки, и вообще мир взрослый и страшный. И вот, соответственно, поэтому и было интересно, насколько просто человеку из другой страны, да, приехать в Москву и здесь начать свой бизнес. Какие палки в колеса вставляет бюрократическая государственная система. И что мы с этим можем сделать, если с этим что-то надо вообще делать? Ну, у нас как раз-таки мы лидеры общественного мнения. У нас есть свой совет. Мы обращаемся периодически в департамент по делам национальностей правительства города Москвы и предлагаем разного рода предложений, чтобы как улучшить, облегчить жизнь, задачу, скажем так, предпринимателя, да? Но процедура каким образом происходит? На самом деле очень много таких бюрократических новшеств, в том числе проходит. Кстати, в 2024 году Государственная Дума приняла поправку, изменения, дополнение в законопроекте о миграции более 30 нововведений в сфере миграции. Более 30. Из них именно 4 закона непосредственно касаются граждан Евразийского экономического союза, в том числе граждан Кыргызстана. И как раз таки мы каждый раз предлагаем именно свои вариации, облегчения и так далее. Сейчас вот с 1 сентября новое правило въезде в Российскую Федерацию, то есть постановка на миграционный учет по определенной мобильному приложению Амина. Я очень надеюсь, что это будет именно той приложение, которое мы давно хотели. Здесь вот убрать как раз таки бюрократию, убрать коррупционную составляющую, убрать посредников и дать возможность трудящемуся самому встать на миграционный учет. Если эта система будет работать так, как мы хотим, это суперская система. Пускай вводится много таких законов, но пускай они все будут такие понятливыми и простыми. Уточню, то, как вы хотите, это, соответственно, чтобы все в телефоне, все в одном приложении, без лишней волокиты, чтобы человек мог сам заполнить на родном языке. Да? Ну, элементарно, допустим, трудящий приехал в Москву, первое, что он делает? Он себя обеспечит жильем, да, то есть он снимает у собственника квартиры помещение. Мало того, что он ему платит там большие деньги за аренду, еще плюс просит собственника квартиры, чтобы тот поставил его на миграционный учет. Его можно сделать двумя способами. Либо собственник квартиры заморачивается, входит в приложение госуслуги, там регистрирует иностранного гражданина на миграционный учет, либо он должен пойти в местный территориальный отдел по вопросам миграции МВД и там поставить его на миграционный учет. Где не хотят большинство собственников ставят на миграционный учет. Да? И как раз таки вот эта схема обходит вот этот момент, и без согласия собственника можно будет уже показать свою геолокацию, где человек находится, и тем самым подтверждать свое пребывание в Российской Федерации. Многие по старому мышлению собственники квартиры, наверное, думают, что если он прописал иностранного гражданина, временную регистрацию, это разносильные прописки, что где-то, может быть, мошенник отожмет часть квартиры, либо еще что-то. Тем самым вот это еще из 90-х тот стереотип, который вот регистрация путает с пропиской, она оставалась и до сих пор остается, к сожалению. И мы, соответственно, идем на упрощение. И ваш совет тоже максимально все для этого возможно делать. Да, то есть наша задача непосредственно это как раз таки информировать наших гражданов, чтобы как раз таки облегчить жизнь и тем самым тоже помогая местной власти. С какими еще трудностями сталкивается человек при переезде? Вот опять же вспоминаю свой опыт в Турции. Вообще ничего не работало нормально. Это удивительно. Я помню, я, например, хотел в банке просто завести счет, чтобы я мог расплачиваться местной валютой спокойно, да, хранить деньги. В одном банке одна комиссия, в другом нет комиссии, в третьем ты пришел, в один день, на следующий день пришел, а банка уже нету, как шутил один комик прекрасно про Турцию. Вот. Как это выглядит Потому что я-то живу тут, я не знаю, с какими трудностями сталкиваются, а проимпонировать и прочувствовать хочется, особенно в рамках таких важных разговоров. Ну, человек прилетел, соответственно, он прошел все таможенные процедуры. Как раз-таки многие почему-то, в том числе и депутаты, политические деятели, они говорят, вот
нелегальная миграция, нелегальные мигранты, нелегальные трудящиеся там, и так далее. Они же в Российскую Федерацию приезжают совершенно легальными. То есть они проходят через таможенную процедуру. Их запускают на территории Российской Федерации сотрудники таможни, да, погранслужба. Далее они идут стать на миграционный учет МВД. Соответственно, Министерство внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции, они стоят на миграционный учет. И вот здесь уже третий момент. Они ищут работу. Либо кто-то уже знает, где он будет работать. Кстати, раньше это было как раз таки лет, наверное, 10 лет назад. Вот стихийно в лоб приезжали, искали себе работу и так далее. Сейчас так не делается. Сейчас уже все заранее знают, куда поедут, где будут работать, к какому работодателю они пойдут. И вот здесь как раз таки у порога работодателя человек становится нелегалом. То есть работодатель тупо не хочет платить за него налоги и официально трудоустраивать. И в этот период он становится здесь нелегалом. Все, не заключил с ним трудовой договор, соответственно, он получает зарплату так, в серую, не в белую, да, в конвертиках взял, и так далее. Ему негде трудостроиться, официально база его не видит, что он трудостроен, его смело можно будет внести в реестр контролируемых лиц. Кстати, с прошлого года создался реестр контролируемых лиц, где как бы находится, вот есть легальные трудящиеся, есть нелегальные трудящиеся, а реестр контролируемых лиц это вот что-то между ними, да, то есть полулегальные иностранные граждане. К большому сожалению, на сегодняшний день более 90 тысяч наших соотечественников входит именно в этот реестр контролируемых лиц. Пока действует амнистия президента Российской Федерации под номером 1126, она действует до 10 сентября. И как раз таки, пользуясь случаем, моментом, хочу обратиться к своим гражданам, соотечественникам, чтобы они постарались полностью легализоваться, выйти из реестра контролируемых лиц и легализовать свое пребывание до 10 сентября. Вот, работодатель отказался, это большая трудность. Сейчас с недавних пор еще одна большая задача появилась, такая трудность, что иностранный гражданин в лоб не может пойти в салон мобильной связи, купить сим-карту. Кстати, в Турции это была эта проблема еще давно. Да. Я вас очень знакомо. Прекрасно понимаю. А теперь вот всю эту процедуру мы тоже здесь проходим. Соответственно, мы должны пойти в салон, а в салоне, чтобы купить теперь сим-карту, нам нужно в первую очередь себя зарегистрировать в госуслугах. Вот. В госуслугах там пройти идентификацию, соответственно, а до госуслуги мы должны пойти в банк, пройти там биометрику, мы должны сдать свой голос, что это, допустим, это мы лично, мы должны сдать биометрию, фотографию, все прочее и так далее. После этого нам уже продадут сим-карту, как раньше уже не стало возможным. Если эти процедуры, допустим, ты прошел до конца, не зарегистрировал, тогда есть ограничения в лимите общения, в лимите интернета. Так, ну, к всему нам приходится привыкать, и мы себя так немножко успокаиваем, что как бы законы и ситуация не усложняется, она просто меняется. Я очень надеюсь, что мы адаптируемся. Кыргыз мекендештердики, бирок орустарды караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо, адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2, телефон номери болсо +7 495 021 75 75, +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылуу бериңиздер, жакшы скидкаларды силерге кылып берет. Сложно. Сочувствую всем, кому приходится проходить через все эти бюрократические сложности. Понятно зачем, но непонятно зачем. Вы сказали то, что люди приезжают сейчас и уже плюс-минус знают, куда они попадут, где они будут работать. Как?
Откуда? Это благодаря вот общинам, которые сформировались? Ну, в том числе и общинам. У нас очень сильно развито в диаспоре землячество. То есть, как бы Кыргызстан у нас делится на 7 областей, и как раз-таки в каждой области есть свой руководитель, в каждом районе есть свой руководитель, в каждом селе есть свой руководитель. И, соответственно, там земляки землякам помогают. Где-то уже те люди, которые здесь вот вахтовым методом где-то пришел, проработал, уехал на родину, снова приехал, поработал, вот. И стихийно сейчас уже никто не приезжает, как раньше. Когда уезжаешь от родины, вот опять же, вспоминая свой опыт, тоскуешь. Я вернулся через 3 месяца обратно в Москву. Я помню, первое, что я увидел, когда сошел с самолета, это вот такого очень-очень корпулентного, такого толстенького мента. И я подумал, родной, как я рад тебя видеть, потому что, ну, я смотрел только на турков все это время, мне очень симпатичный их народ, но просто я соскучился банально. Вот, соответственно, хотелось спросить, как обстоит вопрос сохранения вот этой кыргызской идентичности вдали от родины? Работает ли школа выходного дня, например, где изучают кыргызский язык и историю? Как вот это все организовано? Ну, продолжая ваше такое эмоциональное состояние, когда вы окунулись на прошлое, да, когда были трудящимся в Турции, хочется как раз таки процитировать слово нашего великого писателя кыргызского народа Чингиза Төрекуловича Айтматова, что родину невозможно унести. Унести можно только тоску. Если бы родину можно было перетаскивать как мешок с собой, то был бы ей грош цена. Прекрасно понимаю, здесь любой кыргыз, который приезжает в Российскую Федерацию, у него нету задачи остаться в России. Вот мне однажды один аксакал сказал, что Кубанычбек, я уже, говорит, когда дал себе слово, с тех пор, как дал себе слово, что в следующем году я обязательно вернусь на родину, с тех пор прошло, говорит, 15 лет. И каждый год он говорит, вот в следующем году я обязательно уеду. И такая же чувство у всех кыргызов, которые приехали. То есть, скорее всего, кыргызы не собираются оставаться здесь, в Российской Федерации. У нас даже ментальность есть, что мы усопшего, человека, который усопшего, мы забираем тело на родину. То есть это вот задача, отличительная черта от других диаспор, от других национальностей кыргызов, что мы все время то есть, пытаемся вернуться на родину. Кстати, неплохо и получается. 30% наших соотечественников уже вернулись в Кыргызстан. Сейчас правительство Кыргызстана, власти Кыргызстана открыто говорят, возвращайтесь в Кыргызстан, Кыргызстан развивается, экономика растет, валовый внутренний продукт вырос на 10,8% по сравнению с прошлым годом. Это очень большой показатель. В Кыргызстане создаются огромное количество рабочих мест. Заработная плата у людей намного выросла. И, кстати, Кыргызстан сам стал за последние 2 года экспортером рабочей силы из третьих стран. Вот я сам недавно из Кыргызстана вернулся. К моему удивлению, строители, дорожники, швейную отрасль занимают пакистанцы, бангладешцы, узбеки и так далее. Да? И реально в этом году наше правительство вынуждено дать, в прошлом году дали 25 тысяч квот для привлечения иностранных рабочих из-за рубежа, с третьих стран. В этом году эту квоту они вынуждены увеличить, потому что нам реально не хватает рабочей силы. Поэтому власти говорят, возвращайтесь в Кыргызстан. А что для этого делает кыргызская диаспора? С представителем Министерства миграции и социального обеспечения мы разработали единый колл-центр. В этом колл-центре, если, допустим, соотечественник возвращается в Кыргызстан, он может найти для себя информацию, где ему трудоустроиться.
Вот. Если, допустим, человек какой-то специалист в швейной отрасли, либо сварщик и так далее, в Кыргызстане он может зарабатывать такие же, а то и больше денег, чем в Российской Федерации. С учетом девальвации рубля, да, так и инфляции, с учетом, он в Кыргызстане не будет снимать жилье для аренды, он не будет там тратиться на документооборот деньги, и тем самым экономит большую сумму, можно сказать. Ну и вся эта бюрократия, тоска по родине, все, что мы с вами обсуждали, тоже исчезает. А чтобы они не тосковали, в кыргызской диаспоре ежемесячно практически проводится какое-то культурное событие, Сармерден. Вот вы меня пригласили перед записью подкаста. Да, кстати. Как называлось еще раз? Сармерден. Это условно не условно, а вот это как бы наподобие батл между женщинами и мужчинами, но они там соревнуются. Кто-то в комузе играет на инструменте, поют, танцуют, айтышем общаются, манас читают, эпос. И вот у нас вот в этом плане все практически в избытке. То есть мы особо скучаем по родине, но это стараемся компенсировать. Также у нас для детей, соотечественников, мы организовываем курсы кыргызского языка, я так скажу, потому что многие дети, даже мои 3 детей, я их называю киргизами, не кыргызами, а киргизами, потому что они практически у них уже русско-российская менталитет, культура, они вот в этой среде выросли. Они на кыргызском практически не общаются. В надежде на то, что они будут общаться на кыргызском, отправляя их на родину на лето, да, так условно. В конце лета возвращаюсь забрать. Я понимаю, что они кыргызски не общаются, а зато все соседские дети общаются на русском языке уже. Вот. И мы проводим не только знание кыргызского языка, и русский язык обучаем. Потому что как раз таки с этого года там Госдума принял еще один законопроект о том, что дети иностранных граждан должны сдать экзамен. Перед тем, как пойти в школу, он должен сдать экзамен по русскому языку. Но здесь тоже такая вот прям восприятие очень двоякое, да, есть, вроде бы это правильный такой закон, но в то же время это как ребенок может научиться русскому языку, если как бы он не будет находиться в среде русской, так сказать. В этом плане недавно вот как раз таки глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал классную вещь, мне вот прям зашло. Он сказал, ну, что значит, что как бы с экзаменом принимать? То есть любой ребенок в течение 3 месяцев может научиться русскому языку, если он пойдет в школу. И в региональном уровне они отменили вот это свое федеральное, не отменили, а сделали поправку в федеральном законе у себя в регионе, что дети иностранных граждан должны пойти в школу без экзаменов, без знания русского языка, потому что школа должна учить русскому языку. Мне кажется, это очень правильный подход. Логично. Вот, и очень логичный подход. Да. Вы про своих детей сказали, это на самом деле вот очень интересный вопрос. Как вот современное молодое поколение справляется с совмещением вот этих 2 культур? Ну, знаете, у нас вот такого конкретного опыта нет, чтобы увидеть в каком-то примере, да. Но здесь я хочу, опять же, возвращаясь именно в ваше прошлое, если взять опыт Турции, да, турков и так далее. После Второй мировой войны многие турки уезжали в Европу, в частности в Германию, чтобы восстановить Германию после Великой Отечественной войны, да. И был такой период, что одно поколение уже там прожили, там уже в Германии создавалось уже другое поколение турков. Как раз таки вот это второе поколение, который получил опыт немецкий, европейский, вернулся в Турцию и начал именно свой опыт
применять в Турцию, и тем самым дал большой импульс в развитии целой индустрии и экономики Турции. Я очень надеюсь, что наши дети тоже по возвращению в Кыргызстан, я очень надеюсь, что они возвратятся в Кыргызстан, будут применять тот опыт, который они получили в Российской Федерации, и будут внедрять в кыргызскую экономику, и там что-то получится позитивное. А сколько вашим детям, если не секрет? Старшему 15 лет, дочке 10 лет, и сын у меня 7 лет, первый класс в прошлом году пошел, вот сейчас. Где им больше нравится? На родине или здесь? Ну, выглядят ли они как люди, которые вернутся и будут... 50 на 50. 50. Да. Ну ладно, это еще подростки. Они да. бунтуют, это нормально. Хорошо. Расскажите, как изменилась трудовая миграция за последние 5-10 лет? Ну, мы немножко об этом с вами уже поговорили, может быть, еще с чем дополнить вас. Ну, большая миграция началась как раз таки в 2010 году. Вот. Как раз в Кыргызстане тогда была вторая революция, массовый поток. На самом деле в Кыргызстане было в тот момент очень сложно, наверное. Я сам приехал в Российскую Федерацию в 2007 году. Тогда, в принципе, в сфере миграции, что для иммигрантов из Кыргызстана, выезжающих за рубеж, и для принимающей стороны, для Российской Федерации, было, честно говоря, непонятна эта сфера миграции. Сейчас последние несколько лет сферу миграции законодательно хотят поставить на определенное понятное русло, в первую очередь для местной власти. Но пик как раз таки, наверное, приходилось с 2010 по 2020 годы, да, когда насчитывалось кыргызов на территории Российской Федерации более 1 миллиона. На сегодняшний день она сократилась на 40%. 600 тысяч наших соотечественников здесь трудятся, работают. Многие из них уже предприниматели, то есть они приносят пользу не только для Кыргызстана, но и поднимают экономику Российской Федерации. В России, как я для себя отметил, есть два блока. Социально-экономический блок, который все время говорят, да, там, не трогайте мигрантов, трудящихся, они двигатели экономики, они создают рабочий импульс, они дают движ расти экономики, там, импульс, это локомотив предпринимательства, бизнеса, экономики в целом. Безусловно. Есть еще силовой блок. У силового блока своя правда. То есть они всегда все-таки относятся к приезжим, трудящимся немножко более авторитарно, такие где-то радикально и так далее. Ну, вот мы, как сообщество кыргызов, наша задача о любое изменение, в первую очередь, доносить до наших граждан, до каждого и так далее, и информировать. Ну, Россия не обязана, допустим, принимать всех и вся, там, и так далее, хотя щедрая душа, там, необъятные просторы и так далее. Но есть такое великая русская пословица: в чужой монастырь своим уставам не входит. И мы это как раз таки каждый раз говорим. И каждый кыргызстанец, в принципе, в глубине души понимает, что они здесь временно, они здесь гости, и у них есть прекрасная страна, Кыргызстан, куда они могут возвращаться в любое время, и с этими как раз таки живет. Сейчас отток мигрантов, она на 30% есть трудящихся. Я объяснил до этого, еще раз повторюсь, что Кыргызстан на сегодняшний день сам стал экспортером рабочей силы из третьих стран. Около 50 тысяч пакистанцев, бангладешцев, узбеков работает в Кыргызстане, и наши власти говорят: дорогие наши соотечественники, возвращайтесь в Кыргызстан. Рабочие места есть, работы мы вас обеспечим. И многие уже к этому уже соглашаются и возвращаются сейчас. Я не знаю, как будет в ближайшие 5 лет, но если тенденция будет продолжаться, вот, как сегодня, если вот в течение 5 лет такая же тенденция будет неугомонно расти, тогда в необозримом будущем кыргызстанцев здесь останется всего-навсего, наверное, 200-300 тысяч
не более того. И то, и те люди, которые здесь купили квартиру, либо создали свой бизнес, либо же как раз привык к России в русской культуре. Вот. В прошлом году, нет, в начале этого года мы, представительство торгово-промышленной палаты, организовали большой экономический форум. В этом форуме у нас были разного рода докладчики, и мне удивило только один доклад. Это наше агентство недвижимости кыргызское, которое здесь работает. Их, чтобы понимали, их десятка вот агентств недвижимости, и одно агентство недвижимости зачитал свой доклад и сказал, что в 2024 году гражданами Кыргызстана было вложено в недвижимость, в российскую недвижимость, более 3 миллиардов рублей. Более 3 миллиардов рублей именно было вложено в российскую недвижимость кыргызстанцами. Это большой вклад. У меня очень много друзей, которые вот не просто приезжают как трудящихся, они приезжают как уже инвесторы именно в российский бизнес. Вот реально инвесторы. Сейчас вот Кыргызстан стал для России определенным хабом, финансовым хабом. После отключения SWIFT, после включения всех санкций недружескими странами, через Кыргызстан выводится, так сказать, не выводится, а через Кыргызстан оплачиваются многие транснациональные платежи, которые Россия напрямую сама оплатить уже не сможет. В этой связи, я думаю, Кыргызстан тоже для России оказал огромную поддержку как стратегическому партнеру. Вот. И более того, вот сказать, то ли благодаря, то ли из-за этого, в Кыргызстане сейчас два больших госбанка попали под западные санкции. И недавно как раз таки официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на этот счет высказывалась и заявила, что кыргызы, братья, спасибо, в целом, да, так утрируя говоря, мы не хотели, наш президент официально заявил, что Кыргызстан развивается, и мы должны все-таки быть всегда рядом с своим стратегическим партнером, и в трудную минуту мы должны всегда поддержать, несмотря ни на что, так как Кыргызстан и Россия реально считаются стратегическим партнером. Санкции объединяют, да, людей. Мы с вами выяснили до записи, то, что мы с вами оба добряки. И, соответственно, тем интереснее узнать, как вы реагируете, вот вы говорили тоже об этом в своей речи, вот на случаи бытовой ксенофобии и несправедливого отношения. И куда человек, если он попал под раздачу, может обратиться за помощью. Потому что это всегда жуткое ощущение, по крайней мере, когда я в Турцию ездил, ощущение полного одиночества. Но у нас там русская комьюнити не очень развита, вот, и, по крайней мере, не так сильно, как у кыргызов. Поэтому вот хотелось узнать, как поступают в данном случае здесь сейчас. Знаете, вот как раз таки про ксенофобию. По нашим наблюдениям, за последний полтора года ксенофобия и мигрантофобия, она почему-то в российском обществе очень сильно нарастается. Но, во-первых, здесь хочется вспомнить и верить именно, как сказал Марк Аврелий, да, что цивилизацию невозможно разрушить извне, его можно разрушить, великую цивилизацию, только изнутри. Россия же многонациональная страна. Здесь более 200 национальностей живут. Если быть точнее, 196 национальностей. Они говорят на более 250 разных языках. Вот. И в этой связи хочется вспомнить, что кыргызские племена, они жили вот как раз таки, историческая родина кыргызских племен, это был Енисей, Алтай, Минусинская котловина, все прочее и так далее. Я, допустим, у себя в Кыргызстане общаюсь на русском языке чаще, чем в Москве, наверное. Потому что я здесь, больше со своими соотечественниками общаюсь, да, и так далее. Но в Кыргызстане я на русском общаюсь чаще, нежели в Москве. Это что значит, что в Кыргызстане после развала Советского Союза
единственные две страны в мире объявили русский язык официальным языком. Это Белоруссия и Кыргызстан. В Кыргызстане практически вся молодежь общается на русском языке. Я был в Армении 1,5 года назад. И, к моему удивлению, армянская молодежь не знает русского языка. Старое поколение еще знает, но в Кыргызстане еще наоборот. На русском общаться у нас считается так, на языке зумеров, как сейчас современно говорят, да, это модно, наверное, в большей степени. Допустим, в этом году тенденция такая, что русских туристов очень много на Искуле, и они себя очень неплохо чувствуют, они понимают, что они находятся в дружеской стране, где абсолютно прекрасно владеют все без исключения на русском языке в совершенстве. И та ксенофобия, которая здесь в российском обществе, все-таки она, мне кажется, подогревается не доброжелателями России. Это пятая колонна, которая внутри России сталкивает разных наций с друг другом и как раз таки организовали вражду между русским населением и мигрантами. Вот. И этот момент нужно прям на очень высоком уровне взять под определенный контроль. Вот эту ксенофобию убрать. Все-таки мы прошли Великую Отечественную войну вместе. В Ленинградской блокаде Кыргызстан обеспечивал полностью продовольствием Ленинград. Каждый 4-й кыргызстанец ушел на фронт. Мы все работали на фронт. Вот как раз таки Чингис Турекулович Айтматов, он в основном писал именно те события, которые затронули именно Великую Отечественную войну. Как мы друг друга поддерживали, как мы взаимосуществовали с друг другом. Да? Те же 28 панфиловцев, Панфиловская дивизия, 316-я стрелковая дивизия, она была в первую очередь сформирована сначала во Фрунзе, потом перенесшаяся в Алматы, и казахи, и кыргызы как раз таки создали эту среднеазиатскую дивизию, да, панфиловскую, которая 17 ноября 1941 года ценой своей жизни защитили Москву от немецких фашистов. Это мы тоже должны периодически вспоминать. И то ксенофобия, мигрантофобия, я очень надеюсь, что в скором времени она исчезнет, и мы будем знать, что мы реально там дружеские страны, которые никогда друг друга не бросят и всегда будут стоять друг за другом. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер. На самом деле, хочу сказать большое спасибо от себя за ваши слова и за то, что вы делаете, потому что я, прозвучит немножко банально, но не люблю, когда люди ссорятся. Мы же с вами определились, что мы с вами добряки. Да. Мне категорически неприятно, что вообще ксенофобия какая-то существует, национализм не отвратителен, и я думаю, что многие, кто смотрит, поддержат эту мысль, и то, что мы с вами сейчас общаемся и вспоминаем такие важные вещи. А можно ремарку включу? Да, давайте. Недавно как раз таки слышал один фрагмент президента России Владимира Владимировича Путина. Он там как раз таки высказал, что национализм – это первый этап перехода к нацизму. Угу. А где нацизм, там и фашизм, и дальше больше. Так что я с ним полностью согласен. Такие разговоры, как у нас с вами, очень важны. Да. Такие видео. Так что досмотрите до конца. Итак, давайте переедем с вами сейчас из России в Кыргызстан и поговорим о том, как там живется теперь русским. Да? И то, что меня интересует, сохранилась ли там русская культура в каком-то виде. Да? Театры, школы, СМИ. Или, если я поеду, я ни разу не был. Если я сейчас возьму чемодан, поеду, я найду там кусочек чего-то родного, или все будет для меня казаться все-таки немного чужим?
Ну, ваше впечатление я, наверное, не хочу рассказывать, как вы там. Ну, вы там сразу поймете, вот с порога. Как только вы из самолета, как с порога прям, это первая таможня, вас прекрасно на русском языке все будет приветствовать. Везде все написано на русском языке. То есть кыргызский и русский язык, они там всегда вот параллельно идут. Вы по городу Бишкек увидите очень много улиц с старым названием русских. У вас будет возможность увидеть статую Ленина практически где-то там в Европе, либо на западе, так ближе к Европе, да, так стран, там везде рушатся вот эти памятники. В Кыргызстане это все сохраняется. Если даже его выбирают где-то, его переносят на другое благополучное место. Совершенно все владеют в совершенстве русским языком. Там практически вы себя прочувствуете, как будто регион, наверное, как Мариэль или как Башкортостан или как Татарстан, да, то есть по отношению к русскому языку. Ущемлений не будет никаких. Я вот сам родом из Кульской области, из Кульского района. И я всегда думал, да, почему вот именно в моем в районе, где я живу, там вот вдоль дороги там села есть и так далее, и они чередуются. То есть кыргызское название, русское название, допустим. Там есть село Комсомол, потом Хорумду идет, потом идет Темеровка, потом идет Григорьевка, потом Семеновка, потом Ананево. То есть, тем самым, то есть вот для меня было интересно, почему вот именно русское название. На самом деле, вот ровно 200 лет назад первое посольство северных кыргызы открывали в Оренбурге, и тогда как раз таки в Царской империи вот наши уважаемые в то время дюртбаши, это главы наших племен, как раз таки они приезжали в Россию, чтобы открывать посольство. С тех пор у нас взаимодействуют наши дипломатические отношения. Вот. В этом году у нас 25-летие, когда мы подписали наши страны договор о вечной дружбе. Вот. И в Кыргызстане вы обязательно увидите частичку русского мира тоже. В прошлом году было открыто 2 школы в Бишкеке и в Аше. Нет, было дано старт строительства 2 школ полностью с русской литературой, с русским языком. Его вот наши президенты официально открывали онлайн. И сейчас в каждой области открывается русская школа. Сейчас строится русская школа. Их будет по Кыргызстану 7 областей и в 2 больших городах, общей сложностью 9 штук. Это о чем говорит? Что Кыргызстан и Россия, как было подписано 25 лет назад. Друзья. Да? Хорошо. Давайте тогда более предметно. Кино, музыка, вот литература русская, насколько она хорошо приживается в Кыргызстане? Вот сняли какой-то у нас там фильм про Пушкина, выходил интересный фильм «Пророк». Мне понравился из недавнего. Вот он выйдет в Кыргызстане, будет ли он дублирован на соответственный язык, и сможет ли русский человек это посмотреть? Например, вот такие вот бытовой вопрос. Я человек, который далек от культуры, особо к фильмы я особо не смотрю, но я знаю, что одно, любой бы, допустим, фильм не вышел бы такой, блокбастер, там, западный, не западный, какой бы так далее, он в Кыргызстане показывается у нас исключительно на русском языке. Свое собственное кинопроизводство развивается, очень сильно развивается. Как раз таки вот недавно сделал большой прорыв наш фильм «Рай под ногами матерей». Кстати, рекомендую обязательно посмотреть. «Рай под ногами матерей». Да, рекомендую обязательно посмотреть этот фильм. Она в Кинопоиске набрал огромное количество просмотров. Она вышла в топы. И российская аудитория его очень сильно полюбила. Вот обязательно посмотрите. Поэтому переводим все кыргызские фильмы на русский язык тоже. Это замечательно. Мне нравится. Хорошо.
Как бы вы охарактеризовали сейчас отношения между просто среднестатистическим обычным, да, русским гражданином и гражданином Кыргызстана? Это больше дружба, это партнерство, это соседство. Как это ощущается? Ну, давайте за русских я, наверное, говорить не буду. Я скажу за кыргызов, которые вот любой средний русский в Кыргызстан пролетает, его встретят очень радужно, очень тепло, очень по-дружески. Бешбармаком обязательно накормит, бурсок предоставит, всю красоту покажет. Вот. А как относится русский к кыргызу, это вопрос, наверное, больше к вам. Но я здесь хочу процитировать, знаете, вот один момент, что не бывает плохой нации, бывают плохие люди. Бывают моменты, но очень надеюсь, что некоторые моменты, они будут разгладятся. Все-таки недавно как раз таки в социальных сетях его сейчас очень много раскачивает западные СМИ, да, в большей степени и так далее, где вот как раз русский человек очень так негативно общается, так сказать, мигрантам. Не буду говорить национальностью, чтобы это и так далее. Но вот эти моменты, хорошо, что раньше не было интернета, да, что эти моменты мы могли бы смело пропустить и так далее. А сейчас же это все муссируется, и те недоброжелатели наших с вами стран и этим активно пользуются, и как раз таки стараются это все раскачать. Поэтому наша с вами задача не давать поводу, чтобы такие моменты раскачивались, и работать за дружбу. В наших взаимоотношениях, не в наших с вами, России и Кыргызстана, как по-вашему, чего сейчас не хватает? То есть мы уже обсудили с вами такие вещи, как вот это приложение, да, для мигрантов, это все. И я не совсем об этом, я вот больше про культурный обмен, про дружбу народов. Кажется ли вам, потому что вам виднее, вы все-таки смотрите уже долгое время за этим со стороны, а я не наблюдаю, что могло бы помочь нам еще больше объединиться и еще дружнее стать? Ну, здесь, в первую очередь, народ, культура, спорт, это, мне кажется, это более социальные статусы. Вот наши с вами страны, они взаимодействуют в международных организациях. И, допустим, если взять на первый шаг, да, это вот Союз независимых государств стран СНГ. То есть, да, организация создали, она на своем уровне проработал, сейчас работает. Дальше мы поняли, что этого нам недостаточно. Мы с вами влились в другую организацию, Шанхайская организация сотрудничества. Расширили так, постарались расширить нашу экономику. Далее мы поняли, что нам нужно быть оборонно взаимосвязанным. Создали организацию коллективной безопасности, организацию договора коллективной безопасности, ОДКБ. Далее поняли, что этого нам тоже недостаточно. Потом мы с вами дальше пошли по таможенному союзу. Ныне он Евразийский экономический союз. В первую очередь экономический союз. В прошлом году наши президенты сверились и поняли, что у нас с вами товарооборот 3,5 миллиарда долларов США. И сделали намерение и поставили задачу нашим главам правительства, чтобы мы его дорастили до 5 миллиардов долларов США в ближайший кратчайший момент. Я думаю, что это не предел. Я думаю, что у Кыргызстана и России есть огромный потенциал, где они могут конкретно взаимодействовать и наращивать свой экономический потенциал. Мне кажется, ничто так хорошо не объединяет, не интегрирует, не адаптирует, как экономика. Если у нас с вами экономика будет очень сильно взаимосвязана между друг другами, тогда все остальное будет в порядке. Не зря вот в Евразийском экономическом союзе есть 4 свободы. Это беспрепятственное передвижение товаров, услуг, людских ресурсов и денег.
если вот эти 4 правила мы на самом деле будем беспрепятственно совершать между нашими странами, и если будем усиливать на это направление, мне кажется, у нас с вами будет очень хорошая в будущем интеграция, адаптация и крепкая экономика совместно. Не могу не согласиться. Экономика всегда сближает. А культура мы с вами по-русски, как пел Лепс, рюмкой водки на столе, мы с вами всегда организуем. По поводу праздников. День независимости. Давайте об этом поговорим. Меня это давно волновало. Хотел узнать, как его празднуют здесь. Вот представители из Кыргызстана. Как здесь отмечается этот праздник? Ну, это единственный праздник, где мы можем себе позволить полностью праздновать как в национальном и так далее. Ну, на полную катушку? Можно сказать, на кыргызском уровне. Мы в прошлом году в Новослободском парке организовали большое там спортивное культурное мероприятие. Мы там организовали большой бозуй. В порядке 5000 соотечественников посетил именно этот праздник. Мы его сделали открытым. Очень много местных жителей. Для них было интересно увидеть вот всю нашу вот кыргызскую культуру, быт, одежду, все прочее и так далее. В этом году мы его немножко переформатировали. Мы его делаем не больше как культурное. Мы его в Московской области, в районе Донина, организовываем в виде спортивного мероприятия, больше курёж и так далее. То есть, вот. И все-таки мне хотелось бы, знаете, вот как вот татары проводят здесь вот Сабантуй, да, и так далее, татарская, национальный праздник и так далее. Такой же создать Дни культуры Кыргызстана раз в год и не обозначать его как бы День независимости, а вот Дни культуры Кыргызстана в России, организовать раз в год такое большое спортивное, культурное мероприятие. И в этом году тоже 31-го мы организуем большой праздник. Я так скажу, так обещаю аудитории Караван Инфо, что любые наши мероприятия официально мы будем заранее освещать и через Караван Инфо передавать, да, где, что, как будет и так далее, и пригласить. Ну, а мы, соответственно, постараемся освещать все, что происходит в этом мире. Потому что действительно интересно. Я, насколько понял, вы пытаетесь сказать то, что, по сути, это уже даже больше не праздник вот, независимости, а что хочется из этого сделать больше просто культурно-дружеское мероприятие, где мы все веселимся по вашим традициям. Да, все верно. Мы всегда организовывали любое наше мероприятие. У вас традиции веселые. Очень веселые. Вы не рассказали, но там что-то было про коней и про овец, которыми вы играете. Ну, это, так сказать, то же самое футбол, либо баскетбол, только верхом на коне, и вместо мячика там вот огромная туша баранины. Это ж уморительно. Я ни разу этого не видел. Это зрелищная игра. А что для вас означает независимость, вернее, извиняюсь, Кыргызстана? Ну, мы с вами, наверное, люди одного поколения, да? То есть мы с вами люди после постсоветского периода, так сказать, да? И поэтому мы, наверное, с вами не были участником всего вот этого процесса. Вот. Но после развала Советского Союза многие страны обрели, так сказать, независимость. Ну, хочется спросить, независимость от чего, да, так сказать, опять же. И до сих пор наши вот как раз родители вспоминают, что они говорят, что развал Советского Союза все-таки это было большой трагедией геополитической. И тогда все были в одной стране, жили в одной стране. И сейчас как раз таки вот нас раздробили практически, то есть недоброжелатели по разным мелким странам и так далее. И вам это не нравится? И сейчас еще хотят раздробить. Дальше больше так к всему идет, поэтому независимость, я, наверное, такая, больше этот вопрос, наверное, немножко пропущу в большей степени.
потому что здесь нужно либо очень сильно философствовать, либо нужно быть очень сильным экспертом, либо политологом в этой сфере. А я не философ, не политик, я просто общественный деятель. Тогда давайте с позитива зайдем. Как вы думаете, что позитивного, собственно, нам дала вот эта вот независимость? Или тоже пропустим? Ну, позитивная, Олимпиада, допустим. Мгм. Ну, каждая страна теперь имеет своего олимпийского чемпиона, допустим, увидеть, да, под своим флагом. Вот. Опять же, каждая начала уже работать, если не лезть в геополитику, мне кажется, здесь каждая культура, она начала уже самоидентифицироваться, так сказать, чтобы копаться в прошлое, поднимать свою историю, говорить я, то есть мы определенная нация, да, и так далее. И в этой сфере, наверное, связи, наверное, больше обогащение культурами наших стран. Вот. Мы поняли, что у нас очень большая разная, разношерстная, но единая по духу культура. И вот говоря о культуре, что вам больше всего нравится в русской культуре? Вот лично вам. Ну, я практически люблю все русское. Практически, то есть для меня, кроме свинины, в принципе, Мгм. я за эти годы научился думать как русский, иногда пить как русский, да, наверное, отдыхать как русский. И в этой связи я понял, что ну, все-таки есть определенные, если глубоко судить, ценности от кыргыза, от русского. Все-таки, что для меня чуждо, так сказать. У кыргызов есть невписанные законы. Допустим, для меня было дико, когда я узнал, что та квартира, которую я снимаю, после кончины своих родителей, два брата судятся, Мгм. и кому достанется, допустим, вот этот кусок квартиры. У кыргызов такого нет. То есть родители, даже родители не говорят, она по умолчанию, квартира переходит к младшему. Вот. Мгм. Старший, как только он женился, это кочевая культура, он создает свой дом, свой бозуй, так, юрту, да, и так далее, и переносится рядом. Он становится отдельным тютюном, то есть отдельной семьей. Вот такие моменты, как раз таки, у кыргызов все-таки был такой момент, что не вписаны в закон, они все-таки у нас в кочевой культуре, генетике она присутствует. Когда старший говорит, младший всегда слушается. Закон, слова старших для нас это определенный закон, так сказать. Для меня тоже было дико, когда вот, допустим, младшее поколение всегда перечит старшим. Вот опять же, возвращаясь к русским в Кыргызстане. Вот. Я вот был в студенческие годы вот прям свидетель того, что вот русская бабушка говорит, как я так рада, что я живу в Кыргызстане. Потому что куда бы ты ни зашел, в какой общественный транспорт, обязательно кто-то станет, тебе уступит место, и ты, то есть кто-то тебе обязательно поможет. Скажите, часто ли вы бываете на родине? И когда вы туда приезжаете, вот после Москвы, особенно учитывая, как вы рассказываете, как вы привыкли уже ко всему, что здесь происходит, что больше всего в глаза бросается, чего не хватает, так скажем, вот из того, что у вас есть в России? Ну, в первую очередь, мне кажется, кухня, потому что в Кыргызстане очень такая изобильная, сочная, жирная, мясная кухня. Вот каждый раз я приезжаю, в первую очередь я набираю обязательно пару килограммов веса из Кыргызстана. А, Вот. И все-таки климат вот сразу ощущается. Стараюсь сразу поехать на свою малую родину, Иссык-Куль, там вода, летом, зимой горнолыжная база. Вот. Зимой, И получается, тоже вода просто заморожена. да. Извините. Ну, особого как такого контраста нет, потому что я летаю в Кыргызстан практически раз в квартал как минимум, часто в связи с своей другой работой, в связи с предпринимательской деятельностью, с общественной деятельностью. И
Поэтому особо как таковой не успеваю скучать ни там, ни здесь, ни по Кыргызстану, ни по России. Мгм. Поэтому у меня получается сохранить очень такой позитивный, ровный баланс, где я этот момент не ощущаю практически. Можно ли сказать, что у вас теперь две родины? Или все-таки одна, как бы, есть мама и папа, но маму больше люблю? Но в России у меня все-таки проходило это взросление, то Мгм. есть осознанный период полностью. Я здесь нашел свою вторую половинку, то есть кыргызская, тоже не переживайте. Мгм. Дети у меня здесь выросли, поэтому русская культура для меня не чужда. То есть я прекрасно, видя русского человека, я знаю, э, кто он, что он думает, из чего он состоит, как с ним общаться. То есть я практически психологию русского человека полностью изучил, как и кыргызского. Поэтому можно сказать, что у меня, да, две родины. Это Кыргызстан и Россия. Кыргызстан — это моя малая родина, где я априори родился. А здесь вот как раз-таки я свое созревание, взрослый период, когда я становился уже зрелым человеком, все это, весь этап я прошел уже в России. Мгм. Вот. Также у меня два диплома, кыргызское и российское. Так что вы правы, да, две родины у меня есть. Это на самом деле, по-моему, очень классно. Да? Я бы хотел, скажем так. Я к этому стремлюсь. Я надеюсь, что в будущем у меня так получится. А, Приглашаю в Кыргызстан. Я с удовольствием. Правда, с удовольствием. Скажите, а как ваша семья хранит память о традициях и предках? И есть ли у вас какие-то вот традиции, которые вы чтите, соблюдаете, повторяете? Ну, в этой связи, мне кажется, это все происходит, в принципе, по умолчанию. То есть все-таки вот эти те не вписанные законы, которые есть в ментальности кыргызов, она все-таки она заложена в генетике. И генетика это в большей степени кыргызская, это кочевая, поэтому вот, мне кажется, кыргызы это самый такой адаптирующийся и мобильный народ. Мы можем быстро там собраться, перекочевать в другую местность и так далее, да, потому что это вот испокон веков наши предки этими жили. Поэтому у нас, у кыргызов, как у других национальностей, нету своих таких исторических городов, которые мы, исторические руины, да, и так далее, Мгм. где мы можем конкретно похвастаться. Потому что у нас всегда было это вот юрта, бозуи, где мы собрали, допустим, за за полчаса и быстренько там перекочевали в другую гору. И за счет этого и кыргызы как нация, мне кажется, сохранилась, потому что когда шел определенное войско, чтобы захватить эти племена, мы быстренько мобильно собирались, дом у нас собирается как лего, все, перекочевали в другую местность, и те просто нафиг до нас не доходили. И тем самым мы как нация, кыргызская нация, она самая древняя. В китайских летописях упоминается втором веке до нашей эры, это 202 год до 203 год до нашей эры, было упоминание кыргыз в составе племен гуннов. Вот, когда еще Аттила завоевывал там Китай и шел дальше в Европу и так далее. Вот как раз таки среди гуннов, а гун как раз таки от кыргызское слово говорит кун, а слово солнце. Вот, это солнечный народ, говорит, потому что в наших летописях говорят, что кыргызы были там, светлые, рыжеволосые и вот от слова там похожи на солнце, да, и многие назвали как гуннов. У нас даже есть петроглифы в Кыргызстане, Саймалуташ, наскальные рисунки. Вот там как раз-таки изображено как раз-таки люди в виде солнца, как гунны, как гунны. Мгм. Вот. И вот эта наша кочевая культура по сей день дает о себе знать. Мы любим конину. То есть у нас вот до сих пор сохраняется еда, которая вот из кочевой культуры у нас осталась в виде хурута, в виде джарма, чалап. Это вот наши национальные напитки, еда. Вот. И тем самым эта культура все-таки заложена. Она помогает нам везде адаптироваться. Да, кстати, действительно очень
Очень хороший поинт, на самом деле. Давайте напоследок обратимся к нашим зрителям и скажем какие-нибудь добрые, хорошие слова про дружбу народов. Потому что если не вы, то кто? Согласен. Ну, пользуясь моментом, в первую очередь хочу поздравить всех кыргызстанцев с 34-м Дня независимости, когда Кыргызстан приобрел независимость 34 года назад. С тех пор у нас было очень много взлеты и падения в Кыргызстане, но последние вот несколько лет, последние наши главы, президент Джапаров Садар Нургоджиевич со своей командой делает экономическое чудо. И мы должны дорожить этим. И как раз таки в ближайшем будущем я очень надеюсь, что Кыргызстан станет один из самых процветающих стран в мире, где будет созидать, взаимовыгодно, в гармонии, в дружбе жить с друзьями, соседями и стратегическими партнерами. Что у нас с вами всегда все будет хорошо, что все непонятные ситуации, все войны, все вот эти международные коллапсы, они отойдут, и мы с вами будем просто в гармонии жить, наслаждаться жизнью. Кубанычбек, золотые слова. Рахмат, спасибо большое. А на этом все. Спасибо, что посмотрели вместе с нами, поучаствовали в этой беседе. Оставайтесь с нами в рамках проекта Караван Инфо. Будет еще много удивительных гостей. До свидания.